Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем с вами традиционный брифинг, который я провожу по итогам работы оперативного штаба за день. И, соответственно, хотелось бы обратить внимание на то, что у нас происходит в Республике Саха-Якутия именно с точки зрения оценки санитарно-эпидемиологической ситуации. На 8 утра 25 мая 2020 в республике в целом зарегистрировано 1357 подтвержденных случаев. За сутки выявлен 81 новый случай. При этом необходимо обратить внимание, что город Якутск составляет 56 случаев, Намский район 3 случая, Алданский 12, Мирнинский 4, Ленский 2, Татинский 1, Мирно-Кангаласский 3. Традиционно я начну с оценки санитарно-эпидемиологической ситуации по районам, особенно там, где произошло увеличение по случаю. У нас сегодня действительно увеличение дает Мирно-Кангаласский район, оперативные штабы района, оперативные штабы города, оперативные штабы района, оперативный штаб Республики Саха-Якутия достаточно оперативно определились по плану мер полной изоляции на территории части населенных пунктов Мирно-Кангаласского района. К сожалению, это случай контактный из семейного контакта, и, соответственно, близкое общение в одном муниципальном образовании дало вот такое вот расширение этого контакта. Что касается увеличения по Татинскому улусу, то необходимо обратить внимание, изначально сквозным. Сегодня у нас 5 человек находится в инфекционном отделении Татинского улуса. В инфекционном отделении 1 находится в провизоре на лечении. Поэтому непосредственно ситуация по Тате такая вот она в состоянии отработки контактов и работы по созданию условий по самоизоляции. Что касается Ленского района, наверное, это ситуация, которая под особым вниманием и контролем, с позиции именно увеличения, у нас одновременно там уже и выздоравливать стали люди, и увеличивается количество, потому что, в общем-то, действительно концентрация, приезжих рабочих на территории Ленского района очень достаточно большая. Аналогичная история рассматривается у нас и относительно оценки санитарно-эпидемиологической ситуации, где сегодня в инфекционных стационарах у нас еще непосредственно появилось 4 новых заболевших, которым будет и оказано соответствующее лечение. Для нас является вновь определенного рода точкой тревоги Алданский улус, потому что именно в Алданском районе в одном из подразделений увеличивается количество больных. И необходимо обратить внимание, что это увеличение прежде всего связано, наверное, сегодня проверки все пройдут, с нарушением правил завоза работников для работы непосредственно на выезде за пределами непосредственно самого населенного пункта. На настоящий момент все заболевшие находятся на лечении либо в наших инфекционных стационарах, либо же непосредственно на амбулаторном лечении. Опять же, где-то у нас есть организованное амбулаторное лечение, также есть и амбулаторное лечение на дому, где и должны соблюдаться в обязательном порядке все требования. На что я хочу обратить внимание, это на то, что как по городу Якутску, так и непосредственно по ряду других населенных пунктов, таких как Ленск, мы Мирный, мы идем на увеличение количества коек. Самым большим увеличением количества коек для нас сегодня является Намский улус, потому что непосредственно часть людей у нас там, где объявлен карантин в Салбанцах, мы будем продолжать лечить именно амбулаторно путем разворачивания экстренных коек в самих Салбанцах. Часть будем перевозить и уже перевезли в Намский улус, где на базе одного из, соответственно, среднеспециальных учебных заведений будем развертывать. Завтра уже будет открыт непосредственно стационар для того, чтобы нам количество коек увеличивать и там оказывать эту помощь на месте. Также увеличение количества коек у нас осуществляется и в Мирно-Кангаласском улусе.
Для многих, наверное, особенно для Ленского района, внимание представляет и ситуация на Чембинском месторождении. Но мы надеемся, что, в общем-то, там идет тоже ситуация к завершению. И так же, как и в Сунтарском Улусе, там, где непосредственно у нас уже даже и на койках осталось всего 2 человека. Я надеюсь, что уже, так как там уже и начаты работы дальше по строительству моста, то, соответственно, будем возвращаться в то русло, в котором мы непосредственно раньше жили, но уже с соблюдением новых санитарных требований как таковых. Я хочу обратить внимание и всех остальных непосредственно муниципальное образование на то, что вот тот образец, по которому сейчас, или пример, по которому действует непосредственно, значит, и наши муниципальные образования, в которых уже есть эти случаи, значит, к ним нужно готовиться практически всем, понимая, что у вас в любом случае, значит, где-то в какой-то мере, конечно, если будут нарушены какие-то правила, которые сегодня установлены, возможно, тоже занос вируса как такового. Значит, на что бы я хотела обратить внимание, это, конечно же, нас не может не волновать увеличение количества заболевших по городу Якутску. Завтра утром на 9 утра, значит, непосредственно определен совместный штаб Республики Саха-Якутия и города Якутска, на котором мы будем определяться по ряду, возможно, новых позиций, значит, с точки зрения города. Я еще раз обращаю внимание, парк – это территория города. Открыты лишь только ворота, которые позволяют людям расширить ту площадку, на которой с соблюдением соответствующих норм социального дистанцирования можно непосредственно осуществлять вот эти прогулки, которые разрешены указом. Это всего лишь дополнительное безопасное место, где можно гулять с колясками. У нас город не настолько оборудован вот такими тротуарными вещами, да, какими-то такими вот местами для прогулок с колясками, ну а парк, соответственно, это всего лишь территория. В моем понимании, речь идет об открытии ворот, а не об открытии работы целого учреждения, которое бы оказывало услуги как таковые. Вот, наверное, в целом та санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая есть сегодня на территории республики. Готова ответить на вопросы средств массовой информации. Здравствуйте, Юля, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ситуацию в Намском районе, именно в селе, где сейчас объявлен карантин. Стало ли больше зараженных? Какова там сейчас ситуация? Спасибо. Да, действительно, количество выявленных больных в Солбанцах увеличилось. На настоящий момент большинство из них получает амбулаторное лечение в самих Солбанцах. Работает усиленная группа медиков, значит, Нюрбинской центральной районной больницы. Часть жителей солбанцев получают медицинскую помощь в Нюрбинской центральной районной больнице, где мы разворачиваем койки. И, соответственно, значит, часть жителей перевезена в город Якутск, особенно те, которые имеют свои определенные сложности. Все находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. И, соответственно, уже сегодня мы ставим вопросы с главой республики, получили одобрение, с главой района приняли решение об открытии там круглосуточного интерната для детей, работников медицинских, которые у нас сегодня задействованы в круглосуточном режиме и не могут выходить, для работников социальных служб, которые там задействованы, для работников полиции, которые также задействованы там на круглосуточном режиме. То есть сегодня непосредственно организована очень четко у нас там поставка продовольствия и, соответственно, значит, вместе с сотрудниками милиции сегодня глава Наслега, в том числе благодарна я и сотрудникам милиции, которые согласились, в общем-то, оказывать в том числе и волонтерские функции в селе Солбанцы, потому что волонтеры оказались тоже в лице контактных лиц. Вот такая ситуация у нас по Солбанцам. И, конечно же, сегодня у меня обращение ко всем, оно связано прежде всего с нашим окончанием учебного года. Сейчас оканчивается учебный год. Наши дети, которые заканчивают, это дети у нас особенные, потому что им не суждено все вместе, значит, провести эти дни последнего звонка всем вместе. Поэтому, соответственно, они должны, находясь
у себя дома дистанционно отметить вот это свое окончание школы. Но это не снимает нагрузку с управления образования Саха-Якутия. И, соответственно, не снимая эту нагрузку, необходимо обратить внимание, что уже сегодня наши дети должны быть задействованы в системе дополнительного образования. Именно такую задачу поставил глава Республики Саха-Якутия в целом для того, что у нас впереди с вами идет, непосредственно время летнего отдыха. Уважаемые якутяне, соблюдайте все санитарные нормы и правила. Не выходите из дома без необходимости. Если вы почувствовали себя плохо, звоните в участковую поликлинику, и к вам придет врач на дом. В случае других вопросов по коронавирусной инфекции действует круглосуточная горячая линия Минздрава Якутии 8 800 100 ровно 1403.